Торгую где и чем хочу. Проблема несанкционированной торговли остается открытой. Любимое печатное издание города отмечает свой юбилей. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. С наступлением теплого сезона в стране повсеместно начинают свою деятельность стихийные рынки. Ежедневно мы проходим очередной маршрут по городу и практически на всех главных улицах обнаруживаем людей, торгующих продуктами собственного подворья – молоком, сметаной, овощами, фруктами и даже мясом. Большинство таких рынков считаются стихийными, возникшими чисто по инициативе самих торговцев. А продовольствие, которое люди там приобретают, может представлять для здоровья человека большую опасность. Как обстоят дела с уличной торговлей в нашем городе, узнавали мои коллеги. Стихийным считается рынок, возникший в каком-либо месте, где такая деятельность не предусмотрена и не разрешена местными органами власти, а значит незаконно. Однако товаропроизводителей кодекс не пугает, и они продолжают ежегодно реализовывать свою продукцию в тех или иных несанкционированных для торговли местах. Проблема стихийных рынков существует уже давно. Доморощенные продавцы занимаются торговлей практически везде, где есть большое скопление людей. В Сибае это улицы Заки-Валиди, Белова, Горняков, Ленина и другие. Несмотря на всевозможные запреты со стороны власти, полиции и врачей, стихийная торговля не то чтобы исчезает. С каждым годом можно заметить ее заметный прирост и развитие. Власти периодически принимают всевозможные меры по устранению таких пунктов. Однако стихийные рынки как существовали, так и продолжают существовать. Практически вся продукция, представленная в таких местах, скупается жителями благодаря своей выгодной цене. Продукция она не всегда соответствует по качеству безопасности, потому что продукция в основном она идет не обследованная, продукция идет сомнительного качества, поэтому люди, доверившись на цену, покупают вот эту продукцию и зачастую оказываются сами же обманутыми. У нас к нам обращаются те же покупатели, некоторые говорят, что вот мы купили там-то, там-то, и нас не устраивает качество. Мы говорим, эта отрасль не подлежит контролю, поскольку сегодня они здесь продают, завтра уже их нет. Торговля на земле, когда в качестве прилавка служит картон или газета, представляет реальную опасность для всех покупателей. К сожалению, в таких случаях уже никто не думает о соблюдении санитарных норм. В летнее время, конечно, самый большой риск – это заболеть острыми кишечными инфекциями. Кишечные инфекции они разные, вирусные этиологии, бактериальные этиологии, еще других микробной этиологии. Определить их практически невозможно, потому что люди заболевают, конечно, обращаются в лечебное учреждение, могут даже быть госпитализированы в таком состоянии. Но поскольку мы не знаем, какую продукцию употребляли они, чаще всего это молочная продукция, масло домашнего приготовления, творог домашнего приготовления, мясные фарши, тоже какое мясо, из какого мяса прокрутили фарш, да, изготовлена продукция. Это все это сомнительного качества. Без сопроводительных документов, без удостоверения качества. Продукция не сертифицирована. Она, естественно, источник всех кишечных инфекций. Вплоть до передачи, если, допустим, больное животное туберкулезом, вплоть до передачи туберкулеза. Никем не проверенные продукты могут нанести огромный вред человеку. Молоко, мясо, яйца не проходят ветеринарного контроля. Зачастую в деревнях и поселках нет специалистов для проведения необходимых анализов. В погоне за дешевизной люди не задумываются о происхождении товара, о дате его изготовления и о сроке годности. Рассмотрим еще одну немаловажную проблемную сторону стихийных рынков. После очередного трудового дня продавцы зачастую забывают убирать за собой. И на местах их торговли стабильно можно увидеть кучу мусора. Эпидемиологи не устают предупреждать. Приобретать товар в несанкционированных местах торговли опасно для здоровья. Неважно, молоко, яйцо, мясо это или даже одежда. Данил Алибаев, Радмир Сангов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Нормы законодательства – это требование выполнения работодателем конкретной статьи закона. Введение трудовых книжек и правильное их заполнение является нормой и, соответственно, прямой обязанностью работодателя. Несоблюдение влечет наказание. Подробнее о конкретном случае нарушения смотрите в интервью старшего помощника прокурора Фанили Муртаева.
Прокуратура города Сибай по обращению местного жителя провела проверку исполнения трудового законодательства деятельности индивидуального предпринимателя. Установлено, что работодатель заключил с заявителем трудовой договор в августе прошлого года. Между тем, трудовая книжка на работника не заведена, приказ о приеме на работу не оформлялся. За защиту трудовых прав житель вынужден был обратиться в прокуратуру. В этой связи прокуратура города возбудила в отношении индивидуального предпринимателя административное дело по части 1 статьи 5.27 Кодекса о административных правонарушениях, то есть нарушение трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован на 2000 рублей. После принятия мер прокурорского реагирования работодатель внес в трудовую книжку местного жителя сведения о его работе и вынес приказ о трудоустройстве. Каждый студент с нетерпением ждет тот заветный день, когда он сможет принимать в свой адрес поздравления с получением диплома. Это долгожданный момент, ради которого девушки и парни грызут гранит науки на протяжении целых нескольких лет. На празднике выпускников медиков побывали наши корреспонденты. В этот день самый большой зал города, театр драмы имени Арслана Мубарякова, был забит до отказа. Разделить радость огромной армии выпускников медиков пришли не только преподаватели и родители, но и их будущие коллеги – врачи Центральной городской больницы. Важно, что в медицинском колледже теорию активно сочетают с практикой. В итоге зеленые специалисты ушли в прошлое. Сейчас выпускники – полноценные сотрудники, не понаслышке знакомые с работой в медучреждении. У нас есть специальная традиция в городе Сибае, то, что лучшие врачи, лучшие медицинские работники работают у нас. Поэтому милости просим, кто на учебу дальше пойдет, кто придет к нам на работу. Вам успехов! Медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений региона. В 2019 году он отметит свое 60-летие. За время своего существования он обеспечил республику достаточным количеством специалистов. Ежегодно из стен колледжа выпускаются сотни фельдшеров, медицинских сестер, акушеров, которые параллельно с продолжением обучения в медицинских вузах также и самостоятельно трудятся во всех уголках республики и радуют своими успехами. По словам самих выпускников, среди них нет случайных людей. И по статистике практически 100% выпускников посвящают свою жизнь служению медицине. В этом году колледж оканчивают 130 студентов. Почти половина из них – обладатели дипломов с отличием. Я хочу пожелать всем своим будущим коллегам успехов и полностью реализоваться в медицине. А себе в первую очередь тоже хочу пожелать, чтобы нашла свое место по своей специальности и также хорошо благоустроиться. Слова благодарности в адрес педагогического состава трогают за душу, а добрые напутствия студентам и поздравления с вручением диплома у многих вызывают слезы. Студенческие годы пролетели быстро, теперь открываются новые горизонты. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Сегодня, 29 июня, городская газета «Сибайский рабочий» празднует 60-летний юбилей со дня выхода первого номера. Вот уже больше полувека главное издание Сибая ежедневно информирует обывателей о главных событиях города. О том, какие изменения претерпела газета за долгие 60 лет и чем живет коллектив Сибайки сегодня, смотрите далее. Донести правду, попасть в сердце читателя метким словом и побудить к действиям – вот что значит быть журналистом. Активный образ жизни, встречи и общение со многими известными, талантливыми и просто хорошими людьми, возможность посещать разные города, а иногда и страны, бывать там, куда закрыт доступ для большинства людей. Такая насыщенная, интересная и вместе с тем ответственная работа у служителей пера. Именно их труды позволяют обыкновенному человеку быть в курсе всех событий. Первый номер газеты «Сибайский рабочий» тиражом 3069 экземпляров вышел в свет 29 июня 1957 года. Вот уже на протяжении 60 лет редакция информирует сибайцев о самых важных и актуальных новостях региона. Но принцип Сибайки остался неизменным – рассказывать о Сибае и его жителях. За 60 лет, естественно, произошло множество разных интересных событий, о которых мои коллеги, которые работали много лет назад, которые работают сегодня, пишут, рассказывают об этом читателям с удовольствием. И я думаю, также мы будем активно продолжать делать нашу работу и впредь, еще 60 лет, затем еще 60 лет, дай Бог. Пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, поздравить прежде всего наших ветеранов, тех, кто в разные годы работал в редакции, моих
коллег, которые сегодня работают над созданием газеты, наших читателей, всех горожан с этим замечательным юбилеем. Тысячи людских судеб, важных и значимых фактов из жизни города, тысячи интересных событий. Накопленный багаж газеты «Сибайский рабочий» за 60 лет существования огромен. На страницах популярного издания все это время в полном объеме отражались строительство и развитие города. Главная городская газета – это, конечно же, ее сотрудники. Коллектив редакции за эти долгие годы претерпел немало изменений. Сегодня здесь трудятся люди, проработавшие более 10 лет. Есть и молодые сотрудники. Однако дух единства всегда оставался в сердцах каждого из работников Сибайки. В редакции газеты я работаю 10 лет. Пришла работать сюда корректором, начинала корректором. А потом через несколько лет стала ответственным секретарем. Получается, эту должность мне передала из рук в руки, можно так сказать, мой любимый наставник Людмила Константиновна Самарцева. Очень много добрых слов хочется сказать ей в этот юбилей. Тоже Людмила Константиновна, поздравляю вас с этим юбилеем. Она очень много у нас проработала, многому научила меня. В мои обязанности входит читка материалов, сданных журналистами, макетирование номера и, получается, подготовка номера в печать. Коллектив у нас творческий, молодой. Журналистов наших, я думаю, по газете все знают имена наших журналистов. Это Рима Юнусова Махмутова, Альбина Байгильдина, Ирина Оренбургина и ветеран нашей газеты Гульсина Камиловна Киикбаева. Но несмотря на то, что в газете «Сибайский рабочий» я работаю всего небольшой период времени, 4 года, но за это время коллектив редакции стал для меня очень родным. Конечно, за это время сменились и коллеги, кто-то пришел, кто-то ушел, кого-то мы отправили на заслуженный отдых. Кстати, отдельная благодарность нашим ветеранам, нашим пенсионерам, кто стоял у истоков, кто продолжал печатное дело. И, пользуясь случаем, поздравляю всех своих коллег с замечательным юбилеем, 60-летием. Желаю им семейного благополучия, счастья и больших творческих успехов. А еще Сибайка – это многочисленные легкоатлетические эстафеты, массовые катания на льду, дни подписчиков с призами и подарками. Именно так ассоциируются издания у сибайцев. Со страниц газеты практически ежедневно улыбаются лица горожан, отличившихся в труде или другим благим делом. На страницах «Сибайского рабочего» все то, что происходит в городе. За всем этим стоит большой труд всего коллектива – корректора, верстальщика, водителя, журналиста, редактора и многих других. И в этот знаменательный день коллектив Сибайского телевидения искренне поздравляет коллег главной газеты города с 60-летним юбилеем и желает творческих успехов, а также покорения новых журналистских высот. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости четверга. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я, Наиля Ахмедшина, прощаюсь с вами. Удачи, до встречи в эфире.